Гордясь своими предками, не лишай такой же возможности своих потомков. Цаль Меламед. С глубокой древности территория современной Тувы являлась частью грандиозного транзитного коридора между Европой и Средиземноморьем с одной стороны и Китаем и Индией с другой, что отразилось и на людях, обитавших на этой территории. Туву по праву можно назвать плавильным котлом цивилизаций. С древнейших времен на территории современной Тувы жили скифы, гунны, каганаты древних тюрков, уйгуров и кыргызов, ойраты и чингизиды, государства юаней и хотагойтов, алтынханов, джунгар и маньчжуров. Все эти цивилизации, суперэтносы и государства напрямую влияли на формирование облика современных тувинцев. По данным современных социологов, подавляющее большинство тувинцев гордится принадлежностью к своему народу. Согласно древнейшим наставлениям, истинный тувинец должен дорожить честью и своим добрым именем, дорожить именем своего рода и своих родителей, уважать старших, выказывать им всяческое почтение, прислушиваться к их советам и не спорить с ними, быть добрым, вежливым и щедрым, верным своему слову, соблюдать нормы приличия, быть трудолюбивым, никогда не хвастаться и не быть вспыльчивым и грубым. Одним из факторов, способствующих сохранению народа, является территориальная расположенность республики. Тува огорожена от внешнего мира естественным барьером – хребтами Саян и Тану-Ола. В этом каменном мешке сохранилось множество древних ценностей, не размытых волнами исторических катаклизмов и мировой миграции населения. Чувство обособленности или внутрисаяния защищает людей, привыкших жить в понятном им круге природных циклов. Люди на этой земле издревле были частью одной экосистемы, обеспечивавшей саму себя, для которой малейшее изменение, привнесение чего-то со стороны может обернуться разрушением. Именно таким роковым изменением для тувинцев стало появление в их жизни спирта и произведенных из него продуктов, которые методично и незаметно в течение относительно короткого времени делали и делают то, что не удавалось завоевателям и угнетателям на протяжении веков – уничтожение генофонда народа, что в конечном итоге ведет к его угасанию и вымиранию. Недаром наши предки запрещали лицам, не достигшим 30-летнего возраста, употребление даже самого слабого кисломолочного алкогольного напитка арага. Согласно медицинским исследованиям, известно, что у народов Севера и Дальнего Востока монголоидной расы тип реагирования на алкоголь протекает отлично от славянского или палеоазиатского типов. Недостаток в организме монголоидов особого фермента снижает переносимость алкоголя и вызывает к нему быструю привыкаемость. Рушится основа жизни тувинского народа, миссия по сохранению и передаче традиций общества. Что может оставить в наследство или передать в дар своим детям больной алкоголизмом человек? Какой пример он способен им подать? Что нас ждет впереди? Медленное угасание или развитие и процветание? Пришло время каждому из нас сделать выбор. А что выберешь ты?